съемочная группа телепередачи «Тайные истории» поднимается на одну из гор, на одну из возвышенностей города Сухум, где расположен памятник архитектуры гора Баграта. Не случайно возник здесь этот памятник. Понятно, что в средние века правители Абхазии, тогда, когда не было ни шоссейной, ни железной дороги, должны были видеть город, должны были контролировать морскую акваторию, через которую мог сюда прийти неприятель. И, конечно, это строение возникло здесь не случайно. Итак, гора Баграта, его историю, что здесь копали, что нашли и какие артефакты были найдены. Гарри Анатольевич, мы стоим перед очень интересным памятником культурного наследия. Немножечко историю расскажите нам, напомните нам об этом. Данный памятник начали обследовать еще в конце 19-го, начало 20 века, но масштабных исследований тогда не были проведены. Но у нас в советское время тогда под руководством Михаила Маметьевича Трапш были проведены первые масштабные работы. Несколько раскопов, около 4 раскопов на территории крепости, значит, вокруг крепости то ли шурфовки были. Из них, из наших археологов участвовал там Олег Хучев Гажба. Впоследствии он и уже отдельную работу написал. Крепость, значит, на данной территории, она из крупнейших, позиционно ответственной высоте. Значит, для города Сухум средневекового, который назывался и упоминался как город Апсилии, Апшилетии, Абхазити, то есть Апсилия Базги, как я думаю, он был центром и контролировал непосредственно, значит, прибрежную полосу и сам город по местоположению своему. Ну, думается, что не только эта крепость, но при входе в город и Киласурская крепость у входа, она уходила вглубь моря и составляли в некотором отношении единую систему. Все-таки это часть Киласурской стены. Нет, взаимосвязанная система Сухума, как центр области, Сухумской области, была аналогом, значит, аналогом областей эпохи Абхазского царства, и центром был Сухум. Естественно, он был укреплен со всех сторон, и там со стороны Гумысты, со стороны, значит, Киласура и так далее. Вот, значит, материал, найденный здесь, указывает на то, что здесь, значит, стояла, значит, мощная, постоянная часть контингента войск, судя по пифосам и другим, значит, другим материалам, находкам, которые указывают, что здесь, значит, база определенная существовала для этого. Предметы вооружения, предметы быта, другие вещи и так далее, найденные здесь, показывают о жизни и быте, значит, воинов данного, значит, гарнизона крепости. Ну и непосредственно, как мы сказали, контролируя сам город Сухум на такой ответственной высоте, я думаю, что существовала связь и по Нагорной части, через, значит, само горы Баграта, крепость Баграта, и поддерживала связь и, значит, северо-западной частью, со стороны до Анакапи и, возможно, до Лыхнинской крепости, резиденции абхазских царей. Да, это время 10-11 век, как раз вот соответствуют, они все синхронные. 10-11 века – это крепость, принадлежавшая каким войскам? Значит, непосредственно города Сухум. То есть это местного? Да, области. Дело в том, что были внутренние войска Абхазии, непосредственно войска самой Абхазии, то есть Абхазского царства, всего царства, но были еще внутренние войска и войска областные, то есть местного значения, скажем, контингент войск, которые непосредственно контролировали центры областей. То есть эти 3 вида войск были постоянными. Понятно. Почему памятник носит название горы Баграта? Ну, считается в науке, что это название появилось позднее, но мы скажем, что позднее, значит, этот центр назывался сильнейшая крепость Агуа или Аква, то есть его роль все-таки, значит, так или иначе обоснована,
И эта крепость непосредственно связана не, конечно, сугубо с местной властью, а непосредственно с центральной властью. То есть с этой позиции оно отчасти правильно. Да, это непосредственно абхазские цари контролировали именно через эти областные центры. Мы знаем, что значит, область, во главе области стоял областеначальник Эристав, а в это время, в 10-11 появилась должность Эристав Эриставства. То есть над этим областеначальником появился их главный представитель у царя. То есть царь уже непосредственно через них контролировал всю территорию Абхазского царства. То есть это говорит о том, что, я думаю, что непосредственно было связано с абхазскими царями. Ну, так мы точно датировать появление названия мы не сможем, но с центральной властью она была связана именно этого времени. Это расцвет, пик Абхазского царства. Ну и непосредственно все эти объединительные процессы уже были на самой макушке, уже, значит, контроль именно с центральной власти имело место быть. Появляются, значит, представители центра Абхазского царства на всей территории, в Анакапии, в Цхоме, в разных местах. Связь отсюда, значит, в Аланию, на территории Аланского царства подтверждена находкой на территории Алании. Так что убедительно, значит, существование данной системы. Гарик Анатольевич, вот когда мы говорим Абхазское царство, представляется как какая-то ассоциация с мощным государством. И вот останки этой крепости, мне кажется, очень подтверждают то, что оно было просто очень могущественным. Вот что-нибудь о кладке скажите. Мы должны сказать, что сейчас, значит, выглядит в таком виде, но я не скажу, что невзрачном. Все камни, насколько они простые не были, они все выставлены по плоскости. Вот посмотрите, значит, все камни стоят в постели, то есть постели и лицевая часть, они подорваны. То есть линии горизонтов соблюдены везде, всюду по кладке. Это тоже не случайно. Значит, сама крепость, вы как видите, имеет широкое основание. Оно выполняло в случае военных каких-то операций, считается так, вот в военной истории, что для того, чтобы отскакивали там, значит, эти, значит, различные, значит, булыги, камни, средства, значит, и применялся нефть, горючие, значит, другие вот всякие средства. И с этой точки зрения крепость, конечно, в свое время была планирована, проектирована, тоже, я думаю, что центральной властью, потому что в маленьких областях незначительных такие не имеются, и нет смысла, потому что такие войска там не стояли, не контролировали такую важную область для северо-западной территории Абхазского царства. Цхум был первым. Да. Вы знаете, что он был еще аналогом названия Абхазии. Впоследствии так стало. Цхумская область называлась Абхазской областью, и наоборот. Оно так стало, это синонимы они были. Вот. А так вот, значит, в плане технического исполнения мы можем сказать, что раствор совпадает, вот этот серый раствор, с меньшим количеством извести для кладки 10-11 веков. Ранний раствор, там большое количество извести, или она преувелирует. Ну, это вот факт эпохи. Более того, можно сказать, что высота крепости это не та, что нынче сохранилась. Она была выше. Да, она была выше. В некоторых местах вот хорошо улавливается линия уклона, и она дает по промерам гораздо выше, около 2, даже 3 метров местами. То есть это была очень высокая, большая, крупная крепость. Гарри Анатольевич, вот то, что строительным материалом служили природные камни, говорит о том, что это именно древняя постройка. Тут нет кирпичей, а именно камни. Ну, кирпичи могли быть, скажем, для осадки крепости 3, 4, 5 рядов. Скажем, когда пустили ряды, значит, каменной кладки для выравнивания этой линии горизонта и для равномерной усадки, пускали, значит, ряды плинф, кирпичей. Но в это время плинфа на нет сходит, уже уходит. Ее менее применяют или вообще не применяют. Вот после X века у нас нет вот факта изготовления плинф как типичное явление. Местами они могут еще применяться или старые там используют, но это не характерно для этой эпохи. Теперь уже верх взяла именно сама каменная кладка. Значит, это уже подбор, особая выкладка, укладка там и так далее. Все решало, теперь уже вот это применение плинф уже не имеет места быть, они заканчиваются. И на проемах ее нет. Ну, в основном ее нет вот в это время, в 10-11, уже другая технология пошла. Мне кажется, это как раз еще раз служит доказательством тому, что это местная постройка. Да, это, вот я должен сказать, что вот сейчас, если мы обратим внимание на типологические особенности, мы найдем в Херсонесе
позднеантичного времени с расширением основания крепости, но там маленькая крепость, она не круглая, не такая большая, это башенного типа, небольшие. Вот, в начале прошлого века они были открыты, обследованы, изучены, но эти аналогии не связаны напрямую с этим временем, с этой эпохой, их очень мало вот такого рода. Ну, так они известны, значит, в сооружениях, значит, военной истории, встречаются они и так далее. Но тут я думаю, что планировка, значит, определение места, позиция, связь с населенными пунктами, расстановка войск, общин, расположение и так далее, все продумано, это все было проектировано, я так думаю, что самое подходящее место тут и оказалось. Оно вот вход в город, контроль, значит, над городскими кварталами, будем говорить, кварталами того времени, ну и дальний, значит, этап, это вот Клисурская вот эта зона. Там она тоже древнее явление, там и материалы VI века встречаются, и X, и позже. Так что, как и здесь. И вот здесь есть и ранние материалы, если мы будем говорить, и неолита ранние бронзы встречаются на территории, находки были сделаны. Находки встречаются античного времени, эллинистического. Находки встречаются здесь связь Абхазии миотов, синдов, то есть предков адыгов, конская сбруя. Раньше называли ее скифского типа, а теперь, значит, установлено окончательно, что это конская сбруя миотов. Найдены по территории Абхазии. Кстати, вот северный пункт это районы Шерок, Сухум, и южнее, вот в районе Гейноса, Гулрипши они найдены, в таких местах. Контакты вот с Миотидой были вот, непосредственно после скифов, видимо, сразу. И эти контакты были, значит, активными. Имело место, опять же, наличие, находка конской сбруи в районе Киласура. Вот у реки непосредственно, да, там тоже был клад найден. То есть думаем, что всаднические войска формировались при содействии миотских конных войск, конницы. Она известна вот наподобие скифских погребений, конница там, значит, хорошо задокументирована. Ну и встречаются позднеантичного времени. Вот. Вот на горе Баграта, вот можно сказать, с каменно-медного времени, эпохи неолита, находки непрерывно идут. Вот со стороны за этим Соловьевым были найдены кремневые, значит, то есть человек тут жил с древнейших времен, значит, как и на низине. Вот мы не должны никогда историю города Сухум называть греческим периодом. На территории, прямо на районе, у школы найдена 4-я школа, в других местах памяти каменного века, в районе вокзала, в разных местах. То есть найдено еще раньше. Там были поселения, как и на горе, и на равнине. Были поселения, люди жили, древнейшие люди, первые жители древнейшей Абхазии. Ну и эпоху металла, эпоху меди, бронзы, естественно, античности и так далее. То есть вот до горы Баграта, естественно, они не могли не использовать вот эту высоту. Древние, они всегда рефигиуми, то есть система самозащиты всегда была. И вот эти поселения, которые, значит, должны располагаться в безопасных местах, контролировать высоту, это было уже в эпоху бронзы и так далее. Вот этот опыт шел, использование этого опыта имело место быть в эпоху Абхазского царства. Совершенно вы правильно сказали, тут традиция древнейшего времени, она была еще раз подтверждена в эпоху Средневековья, в пике Абхазского царства. И, как мы видим, вот эта крепость все-таки сохранилась, она, несмотря на, значит, что отдельные камни тут упали и так далее, в удовлетворительном состоянии. Можно увидеть морфологию, его композицию вот этой крепости, можно и технологии изучить, можно все буквально. Вот. И раскопки тоже подтверждают, материалы уж опубликованы Михаилом Мамедовичем Трапш и, значит, его учеником Олегом Худичем Гашба, который тут участвовал, он также написал работу отдельную вот тогда, он же участвовал в экспедиции той. У нас в очень многих памятниках плинфа соседствует с камнями, поэтому все-таки этот памятник отличается от... Отличается, конечно. Тем, что он только в природном камне. Да. Он, вот смотрите, вы очень трудно... Вот, в остальном же проемы сделаны плинфой, переклады плинфой, верха, какие-то другие, и дверные проемы плинфой. Вот когда она применяется, скажем, так вот обильно и так далее, когда его эпоха вот этой технологии, естественно, она встречается. Тогда, в основном византийский А вот период, здесь, даже? тут он ранний средневековая Абхазия. Вот она с римского времени непрерывно до X века примерно. Ну, потом как-то...
Гарри Анатольевич, вот мы находимся в середине крепости. Даже по этим ямам видно, где копали наши археологи. Раскопы были распределены от входа в крепости. Вот тоже, видимо, опытный археолог, он предусматривал вот эти первые ямы, вот есть и раскопы. Но в ходе раскопа подтвердилось, что там какие-то непонятные ямы. Это во время Отечественной 41-45 здесь артиллерия стояла, видимо, информация поступила и так далее. И, значит, для защиты города, когда раскопы показали вот те ямы, значит, они были развернуты и дальше продолжились. Вот это эти раскопы. Вот. Был фундамент осмотрен до скального основания, да, потому что нужно было подтвердить его цельность и исходность и так далее. Материал весь, естественно, был обследован, изучен и так далее. Вот 4 основных раскопа. У него есть в книге сохранилось, в архиве, который есть сейчас, археологический архив, археология Абхазии, там тоже присутствует. Утрапша присутствует. Ну и материал весь был обработан, опубликован, описан, продатирован и так далее. Весь материал металла, железа Олег Хохутович обследовал лабораторным методом, они были отвезены, значит, технология была обследована и так далее. То есть все научное исследование имело место быть. Но и снутри, здесь тоже, если обратим внимание, вы увидите фронт работы, те, которые воздвигали. Вот видите, вот линия проходит. Да, вот эта линия, это что такое? горизонтально. Да, вот это что такое? Значит, в одно время можешь ты поднять 1,5 или 2 метра, не более. Должно пройти время, за которой крепость, вот эта часть выложена, она должна дать усадку. И дальше, потому что поднимать сначала до конца никто этого не делал. Они в это время переходили на другой объект, мастера, там строили. А с течением времени, как только, значит, произойдет усадка, уляжет и так далее, они опять возвращаются. Также и в Килосурске я в 2 местах, вот здесь в ближайшее время проследил, вижу, вот четко это соблюдается. Вот если вы видите, и на этой линии видно, как строго камни выложены, горизонталь выдержана. Вот. И фундаментное основание, вот тут уже не видно, потому что засыпано. Да. Но раскопки показали вот это примыкание к основанию. То есть как на улице это аккуратно все выложено, и внутри тоже. Значит, выветрилось так, но вот эти полости не было в начале, были вот такие. То есть заполнено было раствором штукатурки, Да. и снутри, и снаружи. И, возможно, она была, может быть, даже окрашена, потому что звездка, хочешь не хочешь, она будет белой. То есть это была белокаменная такая крепость. Да. Мы так думаем вот в это время. И эти камни не так были видны, как сейчас. То есть это фасадная часть внутри и наружу, она была ровная, аккуратно, значит, выделанная, сделана и так далее. И, возможно, отштукатурена и окрашена по остаткам, которые сохранились. Так что вот здесь внутри, как и снаружи, было все продумано вплоть до последнего камня. И это была образцовая, конечно, это цитадель непосредственно, она была царская. Вот, конечно, мы не сможем точно подтвердить такую летопись данную. Многие не случайно говорят, что это название, которое потом, значит, к ней, значит, присоединилось там и так далее. Но мы думаем, что это строительная такая артель, была непосредственно от центральной власти, так же, как и военная часть, как и культовая часть, то есть непосредственно, где абхазский царь руководил строительством данного храма, Да. также руководил строительством данной цитадели. Вот эта система была царская, значит, княжеская местная и так далее. То есть это распределение имело место быть. Почему византийский император непосредственно написал письмо: прошу вас содействовать делу распространения христианства правителю Алании, потому что там не рядовая церковь должна была быть, а именно царская, представительная, по своим параметрам, форме, по избранной модели, по избранному типу и так далее, который имел право делать только царь, но никак не местный князь, ни другой. Вот с этой точки зрения тоже здесь вот все факты подтверждают, что вот данный исторический памятник именно таким образом был он спланирован. Таково вот его Гарри изучение. Анатольевич, а вот напомните нашим телезрителям, вот эти артефакты, найденные в этой крепости, ну, наверняка они хранятся в музее нашем, да? Что значит, было найдено? Мы сейчас скажем, от самых крупных, значит, для наличия здесь постоянного контингента, значит, продукты питания, там, другие запасы, предметы вооружения. Это огромные пифосы. Причем пифосы были зарыты не только внутри, и где-то какие-то Патай был.
И мы наружу уже в наше время, не так давно, был найден здесь пифос, такой же, как и внутри. Видимо, где-то на стороне. Здесь тоже, значит, располагались, я так думаю, строения, казармы, другие, которые не сохранились деревянные. Тут строения были непосредственно, это же не просто голая стена. И оно было заполнено, да. И в таком случае они находили места поблизости, где-то вот огромный пифос здесь у входа прямо недалеко был. Ну, видите, тут не сохранилось содержимое, но вот огромный пифос был найден. Вот так вот. Я думаю, что в таких местах, если дальше обследование продолжит, это же не только сама крепость, но вне крепости тоже могут быть находки. Да, могут быть находки. Потом с этой крепостью связаны другие какие-то точки, вот с этой горой, с другими и так далее, взаимосвязаны. Когда системно будут обследовать дальше, такие находки тоже, я думаю, что будут найдены. Потому что единая система от берега до гор, между районами, между центрами, они просто так маршем не осуществлялись. На промежуточные строения были, какие-то пункты были и так далее. Они тоже со временем, когда уже, скажем, более глубоко мы будем изучать и появится у нас возможность, другие этапы исследования, они тоже так же, я думаю, будут найдены. Гарри Анатольевич, ну, скорее всего, это, конечно, ворота входные, да? Да, это вот сохранило и до сих пор сохранилось все о том, что мы говорили. Да. Это было время, когда была еще квадровая техника возведения. Мы вот смотрим, подобран каждый камень по плоскости и по постели. Но мы знаем, что в это время квадровая была, скажем, для храмов, для таких центров и так далее были. Но вот здесь вы увидите, вот как раз один блок, второй, третий, четвертый, пятый, это вот не просто камни, это отесанные камни, точно поставлены, выверены, выставлены на полублока. Значит, тут вот плита лежит, вы увидите. И о чем мы говорили, штукатурка, вот она заполнена вся, вот где она не отвалилась, сохранилась. Да. То есть вначале вот все было именно так. То есть вначале, когда они вот это сделали, сдали, ну, показывает, значит, вот эти ворота, они одновременно и как окно. И думаем, что вот такие ворота, они были подъемные, откидные. Откидные, ну, поднялись, и тут же вот так вот механизм такой. Поэтому здесь такая высота около 3 метров, 2,83 метра. Вот. Такие были в некоторых, даже в храмах. Вот, например, в Бедии на одной стороне имеются подъемные ворота, следы подъемных ворот, когда спускались. Входишь в цитадель, в крепость, вот это на территории которой стоит Бедия, Губедия, и там то же самое. То есть это вот X век, это время мы хорошо знаем, начало XI, X век, в основном X век. Эта дата хорошо известна, здесь то же самое, можно сравнить, то есть в это время функционировали именно такие в центральных храмах, крепостях и так далее. Вот. А так вот полностью образец вот того, что вначале было исходное, много фрагментов тут сохранилось в этом проеме, видимо, видите, это было, значит, она как укрытие сохранилось, вот как швы были заделаны, как блоки были подогнаны, вот вы увидите, тут квадры, их несколько, около 10 квадров. Вот. Они, если бы так задача стояла, могли бы всю так сделать, но крепости, вот такого рода большие стены, ну не делали так. Вот Великая Абхазская стена не сделана из квадров, но во многих местах многие были обнаружены. Да, есть квадры там. То есть это строили те, которые были знакомы с квадровой техникой возведения стен. Могли бы это сделать, но огромные линии, вот эта оборонная линия, невозможно было так сделать. Гарри Анатольевич, а вот квадры, давайте объясним нашим телезрителям, что такое квадры. Это правильно поставлено по размеру, форме, по модулю, значит, объекта, рассчитанные уже весовые параметры и так далее. Это квадры вот, значит, блоков каменных, которые отесываются, ставятся иногда номера, когда речь идет о больших квадрах, о больших блоках. Вот номера в виде цифр или букв. Буква имеет цифровое значение. Каждая должна отесываться, она же тяжелая. Да. Ты раз ее взял, это как бы по заказу. Следующая подойдет, скажем, чуть больше, как прежний, или так далее. Они раз взяли, должны поставить на свое место. И поэтому как бы у него свой номер. И стоит там, если мы, когда изучают крепости и так далее, развернут камень, если, ну, допустим, такое, развернут, хотя этого нельзя делать, но иногда они встречаются отдельно, упавшие, да, на них стоит номер или цифра, которая указывает на его место, на последовательность. То есть уже в проекте было, какая линия должна была пойти, какая последовательность, и с точки зрения данного, значит, проекта
в особо таких значимых местах это вход, проемы, какие-то центры композиции вот этой всей цитадели, в каких-то местах они старательно делали. Вот в Гагре Абаата крепость есть такого позднеримского времени, начала раннего византийского, кладка, которая отличается от всей вот этой цитадели, потому что это был такой дуговидный проем, они старательно, значит, выставляли, напоминает римскую крепость II века Апсара, Гоньо нынче. И вот этот участок, так же, как и здесь отдельный участок, в некоторых местах они старательно делали. Это говорит о том, что они, естественно, знали, только посвящали, значит, этому проекту, поскольку она была так разработана, ну, не столько времени, сколько бы, скажем, для изыска полного. Ну, они делали как-то покороче, иногда попроще, но с выдержкой целей, задач, то есть оборонного или подготовки там, вылазки и так далее, других задач. Гарри Анатольевич, вот подытоживая нашу с вами беседу, скажите, пожалуйста, вот какое значение сейчас в современное время имеет вот это строение для истории Абхазии? Я думаю, самое большое значение, все-таки мы, когда говорим о планировке города, мы исходим, значит, из максимума наших знаний. Вот формирование нашего города Сухум для эпохи Средневековья, в данный момент мы не говорим о древнем периоде, связано, естественно, с горой Баграта, цитаделью, с входом дальним в город, значит, с Килосурской линией, с Гумустинской линией, с центром города, значит, самым Севастополем. Это ключевые позиции, без них представить себе образ нашего города практически невозможно. Но в древности тоже так же было. Как мы говорим, с древнейшего времени это холм был заселен, значит, имел различные функции, одна из них оборонительная функция. Вот. И остальные поселения располагались вокруг центрального, то есть он был решающим, композиционным, распределял расположение остальных всех небольших, маленьких хуторков, других, определялось местоположение главного лица или представителя главного лица. Всегда так было и в древности, и в древнейшее время. Вот с этой точки зрения, если линии нашего города, значит, если представим себе, конечно, там займет одно из ведущих мест именно вот эта крепость. Да, крепость. То есть она была главенствующей. Да, она была контролирующей, главенствующей, естественно, с центральной частью города. Это вот было ясно, что это центр города, контролирующая сторона находилась именно здесь. Вот есть теория города, согласно которой царь никогда не живет, не обосновывает в центре всей страны. Он всегда со стороны. Для 19 века, 17-19 века есть источник, который говорит, князья и дворяне не жили в центре села. Они всегда жили сбоку и смотрели, чем занимается общество, что и делает. Так их звали ахалапшие, то есть смотрящие над этой общиной. Вот они также и располагались. То есть тут, если посмотреть, вот тоже все соответствует. Вот эта историческая абхазская традиция, какая была заложена издавна, какая была, здесь вот все полностью подтверждается. То есть этот памятник нависает над городом, контролирует его, и это неотъемлемая часть города Сухум. Ценнейшая неотъемлемая часть города. Спасибо большое. За что?